Первый вопрос совещания Кабинета министров – служба по контракту. Набор граждан страны, которые готовы отстаивать интересы своего отечества, продолжается. С 1 августа этого года увеличена федеральная и региональная выплаты для контрактников. Такая помощь – существенная поддержка для военнослужащих. Говоря о цифрах, с начала 2024 года служить по контракту из Ингушетии отправились более 300 человек. Более подробно об итогах работы рассказал военный комиссар Ингушетии Заурбек Гадаборшев. На сегодняшний день из 73, которых необходимо призывать, у нас призвано 19, что составляет 26%. Если брать муниципальное образование, то только два муниципальных образования, это Назрановский район и Волгодекский район, которые вышли на цифру хотя бы с 25%. Следующий вопрос – готовность образовательных учреждений и организаций к новому учебному году. О ходе проведения капитального ремонта в школах республики рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Ингушетии Ахмед Башир Цароев. В рамках федерального проекта модернизации школьной системы образования проведен капитальный ремонт 16 организаций, включая мероприятия по устранению нарушений пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В 2024 году проводится капитальный ремонт еще 6 образовательных организаций. Завершение работы запланировано на 25 августа. Одновременно сообщаем, что начало учебного года внешний вид всех подведомственных объектов и прилегающих к территории был проведен в соответствии с установленными стандартами. В общеобразовательных учреждениях республики капитальный ремонт на стадии завершения. В новом учебном году свои двери в Ингушетии откроет 149 школ. Из них в 6 школах провели необходимый капитальный ремонт. Особая проблема у нас была в коррекционной школе, которая находится в Очулуках. Данный объект был построен в 2014 году. В школе появились огромные трещины. И в текущем году, благодаря главе нашей республики, там проводится капитальный ремонт. Школа готова на процентов 95 уже, к 25-му будет 100% готовность к учебному году. Следующий вопрос повестки – ситуация с водоснабжением в республике в период летнего сезона и готовность подвоза воды в случае поступления заявок от территориальных администраций. В Ингушетии по сравнению с прошлым годом ситуация с подачей воды немного наладилась. Ответственные службы стараются реагировать на заявки от жителей и на месте устраняют порывы. Более подробно о работе в этом направлении рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Ахмед Лалахоев. Ситуация по водоснабжению у нас в республике более-менее стабильна. Были перебои на прошедшей неделе. В особенности это было связано с отключением ГНС в городе Сунжа. Многоквартирками там в четном домах поднять воду на последние этажи. Но сейчас работа ведется. Картажный колодец, я быстро доложусь, картажный колодец, который находится в поселке Южном, запущен. Вода у нас есть в Южном, вода у нас есть в Вознесеновке, где сети есть разведенные сети, которые мы строили, последние, которые объект построили. Где сети есть, там вода есть в Вознесеновке. Следующий вопрос повестки – работа, проводимая органами местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. По данным руководителя управления Росреестра по республике Ингушетия Андрея Борисова, на данный момент в республике отмечается незначительное количество объектов, на которые не зарегистрированы права. Необходимо каждому муниципалитету активизировать работу в этом направлении. Город Сунжа, город Карабулак достигли план. Молгобек немножко не дотягивает, из 10,6. Джиракский район из 5,5. Следует отметить, что в Джиракском районе вообще объектов таких практически нет, да, там они прям по единицам их находят, да, но тем не менее план график они всегда достигают, что вот нельзя сказать о следующих муниципалитетах. Это город Магас и город Назрань за все время этой работы по нулям. Следует отметить, что эта работа ведет в соответствии с поручением главы. От мая месяца по итогам 2 кварталов управления Росреестра будет подготовлена сводная информация по всем муниципалитетам. Обсудили участники совещания вопрос о готовности к проведению Дней Ингушетии в городе Самара. Подробнее об этом рассказала министр культуры Ингушетии Залина Ильянова. В программу мероприятий включена выставка произведений художников и декоративно-прикладного искусства «Ингушетия – страна башен искусственных мастеров». С 29 по 31 августа в областном краеведческом музее имени Алабина вывозим 180 предметов. Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Проходить это все будет с 29 по 31 августа.
И также у нас будут проходить мастер-классы по золотому шитью, по созданию картин из рыбьей кожи и техники бумаги пастель. По всем ключевым вопросам повестки председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Рина Цычуева, Сулейман Костоев, Магаз 24.